Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Глава республики Айсен Николаев с рабочим визитом находится в Верхневилюйском районе. В столице республики в этом году заменят устаревшие лампы уличного освещения на новые энергоэффективные. Гостеприимство по-якутски. Представители туристической отрасли Якутии принимают активное участие во всероссийских конкурсах. Сегодня глава региона Айсен Николаев работает в Верхневилюйском улусе. В селе Верхневилюйск Айсен Николаев принял участие в открытии служебно-пассажирского здания аэропорта после завершения работ по реконструкции, проведенных в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В центральной районной больнице глава республики проверил оснащение нового кабинета рентгеновской компьютерной томографии. Также посетил Верхневилюйскую центральную библиотеку и принял участие в общероссийской акции «Дарите книгу с любовью». В селе Харай-Алах Илдархан примет участие в торжественном открытии нового здания спортивного зала. На территории республики за минувшие сутки зафиксировали 81 случай коронавирусной инфекции. Из них в Якутске выявили 34 случая, в Мирнинском районе 14, в Тампонском 12. По республике есть ряд муниципальных образований, в которых не фиксируются в течение последних 10 дней новые случаи. Тем не менее, режим повышенной готовности в Якутии продолжает действовать, отметила заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Ольга Балапкина. Также по 5 заболевших зарегистрированы в Алданском и Нерюнгринском районах, по 3 в Ленском, 2 в Аймиконском. Единичные случаи выявили в Аллайховском, Верхоянском, Вилюйском, Намском, Нижнеколымском и Хангаласском районах. Сами по себе снятие тех или иных ограничительных мер будет во многом зависеть уже теперь вновь от территориальных особенностей Республики Саха-Якутия. На настоящий момент, к сожалению, акцент в распространение инфекции сегодня у нас сместился в сторону труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. И на сегодня у нас под особым контролем находятся такие районы республики, как Тампонский, Усьмайский, Аймиконский, в котором в отдаленных населенных пунктах, и в том числе и Алекминский район, в котором в отдаленных населенных пунктах зарегистрированы впервые случаи новой коронавирусной инфекции. В начале прошлого года компания «Алроса» приступила к изучению глубоких горизонтов трубки «Мир». Цель одна – подтвердить или опровергнуть наличие на глубинах до 1,5 километров достаточного количества алмазов. Ведь такой прогноз давали советские геологи еще в 1980 году. Скважины пробурили по всему периметру карьера «Мир». Работы идут круглосуточно. И именно на основе этих данных руководство компании примет решение о строительстве нового рудника. И сейчас геологам есть что сказать. Для начала работы включаем спускоподъемное оборудование. Работаем. Одним движением джойстика и научное оборудование уходит под землю на сотни километров. Геологи Вилюйской экспедиции для изучения трубки «Мир» применяют передовое оборудование на базе КАМАЗа. Его приобрели специально для этих целей. Уникальность – это жесткий кабель, который позволяет на глубину до 2500 метров опускать геофизические приборы. Полученная информация позволяет определить траекторию скважины, пространственное ее положение, позволяет построить геологический разрез, определить, где находятся вмещающие породы, где находится кимберлитовое тело. Данные, полученные с глубины 1,5 километра, показывают, алмазоносное тело трубки «Мир» немного смещено в сторону от первоначальных предположений и постепенно расширяется. Количество руды соответствует ранее выданным прогнозам. Границы затопленного участка на карте обозначены голубой линией, поэтому особый интерес для геологов представляют запасы ниже. Разведочные работы по трубке «Мир» на данный момент завершены ориентировочно на 80%. Получены предварительные результаты. По анализу результатов ожидаемые общие запасы трубки «Мир» составят порядка 50 миллионов тонн. Но хочется поставить акцент на том, что 25% этих запасов затоплены. Если компания примет решение о строительстве нового рудника,
Перед специалистами компании стоит непростая задача по извлечению затопленных запасов. Такого количества алмазоносной руды при годовой производительности нового рудника в 1 миллион тонн хватит на 50 лет. Но это еще не гарантирует его строительство. Даже при решении проблем, связанных со сложными горно-геологическими условиями, большую роль будут играть цены на алмазы и ситуация на мировом рынке. Роман Муконин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Сегодня ранним утром в городе Якутске на улице 50 лет Советской армии произошел трагический пожар. Уже через 4 минуты после сообщения пожарные были на месте, где горела одна из квартир второго этажа. Из горящего дома было эвакуировано 30 человек, 5 из них – дети. В результате пожара погибли 2 человека. Жертвами трагических обстоятельств стали женщина 1939 года рождения и мужчина 1956. В тушении пожара было задействовано 12 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава. В данное время тепловой контур восстановлен, электричество отключено. Все жители временно расселены по родственникам, и в эти минуты решается дальнейшая судьба собственников и самого здания. Проходит собрание в управе округа. Подробнее мы расскажем в наших следующих эфирах. В результате пожара огнем повреждены 2 квартиры и коридор на 2-м этаже на общей площади 39 квадратных метров. В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 12 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава. К другим темам. Более 8 миллионов рублей направят на замену устаревших ламп уличного освещения в Якутске. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. Он отметил, что устаревшие лампы теряют 15% светового потока уже через 2-3 месяца эксплуатации и до 20-30% через год. При этом замена одного устаревшего светильника на энергоэффективный окупится примерно за год и в последующем будет приносить порядка 5000 рублей в виде ежегодной экономии. Евгений Григорьев также отметил, что освещение появится на улице Советская, основной дороге в Мархе, а также в микрорайоне многодетных семей Северный, где также будет запущено автобусное сообщение. В рамках прошедшего дня российской науки свою деятельность представила кафедра пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного университета. В частности, студенты ведут исследовательскую деятельность по 2 направлениям. Это разработка молочных и мясных продуктов. Сегодня кафедра тесно сотрудничает с перерабатывающими предприятиями республики и ежегодно разрабатывает новые технологии, которые позволяют производителю не только расширить ассортимент, но и в целом повысить качество выпускаемой продукции. Большой удельный вес в разработке вот этих вот наших продуктов занимают продукты именно биотического направления. Значит, это продукты, которые способствуют нормализации микрофлоры человека, да, и способствуют повышению его иммунитета. В настоящее время сотрудничаем со многими с ХПК. В соответствии вот с этими заявками у нас появляются новые разработки на кафедре. Значит, в нашей работе очень активно помогают наши студенты, магистры, значит, студенты вот по технологии, которые участвуют вот в этой работе. В Ленске вновь волонтерское движение организовало мероприятие доброты. Неделя добра проходит на протяжении 5 лет. С каждым годом желающих принять участие становится больше. И направлений, по которым работают волонтеры, тоже. Как проходит мероприятие, расскажет наш корреспондент Светлана Балеева. Она на прямой связи с нашей студией. Светлана, приветствую. Ждем всех подробностей. Здравствуйте, Иван. В Ленске вновь стартовала неделя добра, на этот раз зимняя. Она проходит несколько раз в год. Участники уже распределили для себя все дни. Нынешняя неделя началась с установки скворечников в городском парке. Вторник был объявлен днем приятных мелочей, а сегодня у нас День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Как раз сейчас, на данный момент, ребята вручают буклеты со стихами поэта всем горожанам. Более подробно о тех мероприятиях, которые будут проходить на этой неделе, нам расскажет руководитель волонтерского движения Ксения Попова. Здравствуйте, Ксения. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. 11 февраля мы с ребятами решили провести акцию «Подари книге новую жизнь». Мы распределили книги для реабилитационного центра и для
нашей библиотеки. Вот. 12 февраля мы запланировали с ребятами провести этот день именно для нашего золотого поколения. Решили почистить снег одиноким бабушкам и дедушкам. Вот. В связи с пандемией, конечно, нам редко приходится с ними встречаться, но тем не менее мы помогаем, так сказать, не контактируя с ними. Вот. И заключительный день нашей недели добра мы решили провести таким образом. На площади Ленина мы проведем различные игры зимние и эстафеты с нашими юными жителями города. Вот. И по окончанию мы подведем итоги и посвятим наших юных и маленьких лучей Ленска в ряды волонтеров. Спасибо, Ксения. Вот такой насыщенной обещает быть неделя добра в Ленске, несмотря на условия, созданные в связи с пандемией. Иван? Светлана, я тебя благодарю. Как в Ленске проходит традиционная неделя добра? На прямой связи со студией рассказала наш корреспондент Светлана Балеева. В выходные ледовый парк «Северное сияние» уже 9-й год подряд откроет свои двери для гостей и жителей столицы на 202-м микрорайоне. Здесь есть различные аттракционы, ледяные горки, катание на тюбингах, квадроциклах и снегоходах. Также посетители ожидают снежные и ледяные скульптуры и кафе с горячим чаем. В ледовом парке соблюдают все необходимые меры против распространения коронавируса. Размещены вывески с правилами у аттракционов. В кафе придерживаются социальной дистанции. Каждому аттракциону представлены инструкторы по технике безопасности. Ежегодно парк проводит конкурс для скульпторов снежных и ледовых фигур. В этом году мы проводили конкурс на тему 75 лет Великой Победы. Принимали участие 20 команд на снежные фигуры и 20 команд на ледовые фигуры. Победителем стал Петров Николай, команда из Верхонеуглевского Луса. Композиция называлась «Мать провожает сыновей на войну». Завершился первый этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». С его помощью талантливые работники сервиса, ресторанного бизнеса и других креативных специальностей могут реализовать свои проекты. Акция направлена на развитие внутреннего туризма и повышение качества предоставляемых услуг. В этом году заявки на участие подали почти 30 тысяч человек из 85 регионов страны. Среди претендентов немало и якутян. Они предложили свои идеи в сфере развития арктического и экологического туризма. Финалисты получат гранты и возможность развивать проекты вместе с лучшими ательерами и рестораторами, а также возможность стажировок в ведущих туристических компаниях России. Ростуризм выступил инициатором таких номинаций, как проекты в сфере детского туризма, проекты в сфере арктического туризма и проекты в сфере доступных путешествий для особенных людей. Победители в этих номинациях, кроме нашей менторской поддержки, получат дополнительные возможности пройти обучение в акселерационных образовательных программах, реализуемых Ростуризмом совместно с ЮНВТО. Также в Москве подвели итоги национальной премии «Маршруты России-2020». Она учреждена в рамках международного проекта «Гостеприимная Россия» как первая профессиональная отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса лучших реализованных маршрутов на территории России, а также идей для новых маршрутов. Туристический маршрут «Золотые скалы реки Синяя», разработанный туроператором «Ин-Якутия», занял первое место в номинации «Активный маршрут». Всего на общероссийском финале отобрано на предварительном этапе 222 заявки из 8 федеральных округов России. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.